В 1901 году будущий член Первой Государственной Думы Александр Сипягин, писавший в то время кандидатскую по географии гор, страстно возмущался со страниц газеты «Казбек». Недоверие и косность жителей этой страны, даже интеллигентных лиц, невероятны. Спросите любого жителя Владикавказа, был ли кто на Казбеке. Вам ответят прямо и безапелляционно: нет, не было никого. Фрешвельд, Пастухов все сочиняют. Они подкупили своих проводников, и те говорят неправду. Это закидывание грязью прямо возмутительно и отбивает всякую охоту работать. Волновался Сипягин не просто так. Скоро он собирался совершить восхождение сам и боялся, что ему также не поверят, о чем поделился с Мусой Бузуртановым. Опытный Муса, видавший на своем веку десятки тщеславных и нервных альпинистов, дал последнему простой совет: взять с собой еще одного человека из грузинских сел Степансминда или Гиргеты, чтобы ему поверили в Тифлисе. Взгляд Мусы был вполне справедлив. Лишний человек не помешает, а в случае успеха мы имели надежного свидетеля, который мог уверить своих сельчан, до сих пор еще не допускающих и мысли о достижимости вершины Казбека. А Исаак пошутил, что ему надо еще поставить на вершине флаг. Его будет видно из Владикавказа, тогда ему поверят и там. На удивление ингушских проводников, Сипягин отнесся к шутке Исаака всерьез. Пока товарищи заняты упаковкой вещей, позвольте мне поближе познакомить вас с моими проводниками. Первым из них стоит Исаак Бузуртанов. Молодой человек 25 лет. Он уже довольно старый ходок. С раннего детства бродит по окрестным скалам. Сначала спутник своего отца, известного Цоголя Бузуртанова, затем самостоятельный охотник за турами. Наш проводник ходит замечательно хорошо и уже 3 раза бывал на вершине Казбека. Легкая и крайне верная поступь ноги его, одетой в хулчи, дает ему право ловкого, как сам Тур, ходока по скалам. К Исааку вполне применимы слова, сказанные немецким проводником Андреасом Фишером о брате Исаака Яне Бузуртанове. Другим нашим проводником был Лалай Хуциев из Гиргет. Угрюмый, как и все горные грузины, мохивец, человек этот шел очень хорошо. Для нашего дела он был особенно ценен как первый из грузин, рискнувший идти на вершину Казбека. Мечта Александра Сипягина сбылась. Его флаг простоял на вершине Казбека целую неделю. И довольный, но смущенный Сипягин потом оправдывался на страницах периодики РГО, что он, конечно, против такого явного хвастовства со своей стороны, и что он поддался только на уговоры самого Исаака.